Лихие водители и стрельба становятся атрибутами абхазской свадьбы. Как с этим бороться, а также о подготовке к курортному сезону поговорим сегодня с заместителем министра внутренних дел Ливаном Кварацхели. Ливан Сергеевич, здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Жаркое лето и усиленный режим работы. Свадебный сезон, безопасность и обычаи. Где грань? Вот наряды стоят, они несут службу. Есть, конечно, к сожалению, есть и нарушения. Турист-автолюбитель. Кто и когда имеет право останавливать автомобили с иностранными номерными знаками? С иностранными госномерными знаками, которые въезжают в Республику Абхазия, без особого и грубого нарушения не останавливают. Если мы говорим об охране общественного порядка, то какие виды нарушений наиболее распространенные? Нарушения есть разные. Значит, есть административного характера, есть уголовного характера. В основном для автолюбителей, если говорить, значит, в основном наши граждане нарушают правила дорожного движения. Мы стараемся выделять ежедневно, как по городу Сухум, так и в других городах и районах, группы, которые будут нести службу для обеспечения безопасности и наведения порядка на местах. На сегодняшний день силами сотрудников, в основном из числа милиции общественной безопасности, проводятся рейдовые мероприятия, и на местах, где могут появиться сегодня отдыхающие, несут службу. То есть патрульные группы, они находятся на местах. Сотрудники криминальной милиции, естественно, они тоже, у них задача чуть-чуть посерьезнее, чем охрана общественного порядка, но они тоже участвуют, не только сотрудники криминальной милиции, все службы принимают участие в охране общественного порядка, а в основном возложено на милиции общественной безопасности. Есть план подготовки к летне-курортному сезону, утвержденный министром внутренних дел. С 1 июня этого года весь личный состав Министерства внутренних дел переведен на усиленный режим несения службы. В городах, вот как Гагра, Пицунда, туда мы уделяем особое внимание, значит, усиливаем патрульные группы. Есть группы быстрого реагирования, которые будут реагировать на все сообщения, на все звонки, которые будут поступать в дежурную часть на местах. А участковые инспектора, они со своей стороны, значит, совместно с работниками администрации, они тоже ездят, ходят, проверяют дома отдыха, пансионаты, если у нас есть частные гостиницы, места, где рестораны, кафе, там люди будут находиться, будут круглосуточно, если нужно, необходимо, круглосуточно будут нести службу для того, чтобы обеспечить им безопасность. Много отдыхающих приезжают в частный сектор. Какая профилактическая работа проводится с теми, кто сдает жилье таким образом? С ними чуть-чуть тяжело, но в этом направлении тоже ведется работа. Просто если хозяин не будет контролировать то, что у него происходит дома, будут ли заходить посторонние, там, незнакомые и так далее, там трудно одной милиции контролировать такие моменты. В республике функционирует 10 стационарных постов ГАИ. Руководство МВД приняло решение сократить их вдвое и усилить работу оставшихся. Сотрудники госавтоинспекции, мы планируем, значит, сейчас занятия проводим специальные они тоже, естественно, в усиленном режиме будут нести службу, но волнует нас один вопрос. То, что сегодня мы все слышим, то, что говорят,